вот эти вот меры, о которых вы говорите, должны соответствовать международным стандартам. Оно должно быть прозрачно. Любая сторона должна четко знать, какие ограничения с какого момента вводятся и когда она снимается. Понимаете? Вот проблема в этом. Это первое. Второе. И потом, уважаемые коллеги, если кыргызская продукция приезжает через Республику Казахстан, она в основном как транзитная. Наши производители в основном занимаются Урал и Сибирь с Российской Федерацией. Кыргызские производители никак не могут конкурировать и не хочет быть конкурентом для казахских производителей. Потому что почему сейчас мы говорим о плотности? Она запломбирована, и точка направления, где должна произойти выгрузка, там написано все. По пути никоим образом не может быть нарушено, и этот товар не остается на территории Казахстана. И то, что вы поднимаете этот вопрос, она еще раз проводит, уважаемые коллеги, соответствующие ведомства должны немедленно собраться и должны разрабатывать соответствующие, не противоречащие вот этим соглашениям, не противоречащие. Потому что это соглашение важное, уважаемые, главное, не знаю, по сути. Она ратифицирована парламентом, она верховенствует, чем межведомственные какие-то там нормативно-правовые акты. Правильно, да? Давайте мы будем собираться, мы будем разрабатывать и доходчиво, четко должны объяснить нашим производителям, что можно сделать по территории Казахстана, что категорически запрещается. Только спасибо. Спасибо.